Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете о хазарском каганате, его политическом устройстве, контролируемых торговых путях и союзе с Византией. Вы также познакомитесь с культурой и религией хазар, а также узнаете о русском каганате и причинах падения Хазарии. В завершение вы получите представление о том, что произошло с хазарами после распада их государства. Хазары появляются в Крыму, да и вообще, собственно говоря, в человеческой истории в VII-X веках нашей эры. Это вторая половина первого тысячелетия. Как мы видим, к этому моменту в Крыму произошло уже множество драматических событий. И, по сути говоря, вот та стабильность, которая сложилась в III веке между скифами, тавроскифами и эллинами, вернее, уже херсонеситами и босфорцами или пантикопейцами, она была нарушена массовыми миграциями и вторжениями разных других народов. Со степной части большей частью заходили тюрки, а хазары – это был народ, возникший после развала Гунской империи на территории между Крымом и Волгой. Крым для хазар был, в общем-то, западной окраиной. Центр хазарского каганата находился где-то на Волге. Город, их столица назывался Итиль. Считается, что хазары тоже являются метисным народом, смесью какого-то северокавказского населения с действительно теми, которые назывались тюрки или тюркюты. Собственно говоря, тогда возникает это слово в истории тюркских народов, потому что до этого о тюрках ничего не слышно, хотя и гуны, их предшественники были тоже тюркскими народами, если брать их культуру и язык особенно. Но вот именно в хазарскую эпоху появляются тюрки, и вот это смешение северокавказских народов местных, как тюркского, так и не тюркского корня, возможно, горских народов, порождает сначала такой феномен, как хазары на Северном Кавказе, потом они распространяются, и центр переносится на Волгу, на Итиль. Это то же самое, что Атал. Собственно говоря, Итиль и Атал – это два варианта одного слова, просто в одном случае, если уже как-то так повелось, что слово начинается с твердой гласной «а», то она дальше по необходимости произносится как Атал, так как это сохранилось у чувашей, вероятно, с гунских времен. А если по каким-то причинам первый звук гласный произносится мягко и, то опять в соответствии с законом сингармонизма тюркских языков он и продолжается мягкими гласными. Итиль. Атал и Итиль – это, по сути говоря, два варианта произнесения одного слова. Смысл его, опять-таки, не совсем понятен, но, во всяком случае, через тысячелетия он таким проходит. Хазары – один из достаточно загадочных народов, хотя их история, язык и культура отражены во множестве письменных источников. Предположительно, предками хазар были какие-то автохтонные племена, размещавшиеся на территории от дельты Волги до Северного Кавказа, постепенно смешавшиеся с тюрками различного происхождения и выдвинувшиеся на первое место в регионе благодаря многолетней упорной борьбе против арабской экспансии, прорвавшейся из Закавказья, и в конкуренции с другими родоплеменными объединениями, включая булгар, оказавшимися на этой территории после распада Гунской империи. Со временем политический центр хазар был перенесен на Нижнюю Волгу, в город Итиль, как на множестве тюркских языков называется река Волга. А границы каганата расширились до Дуная на западе, зоны лесов на севере. Волжская Булгария была в зависимости от хазар. Собственно говоря, можно предположить, что после конфликта между булгарами и хазарами, по сути говоря, хазары, что называется, разрешили булгарам переселиться на север, в лесостепь, а причерноморская зона была занята, собственно, хазарами. И далеко в Заволжье на востоке. Крым, за исключением южной части, контролируемой Восточной Римской империей, также вошел в состав каганата. На несколько веков Хазария стала самым мощным и влиятельным государством Восточной Европы. Византийцы или румеи, несмотря на определенные конфликты в Крыму, несколько раз заключали с хазарским каганатом договоры о дружбе и взаимной помощи.
Это, кстати говоря, противоречит, опять-таки, традиционно насаждаемой точке зрения, что румейская культура, культура Восточной Римской империи и народы ее находились в постоянном конфликте и под угрозой вторжения кочевников с севера. Чистая неправда. Хазары и румеи были союзниками в противостоянии арабскому халифату, расширявшемуся на север. Более того, у них был общий интерес в поддержке торгового пути, который уже складывался и позже получил название Великого Шелкового пути из Китая в обход Каспия с севера до Крыма и дальше по морю до Константинополя. В этой трансконтинентальной торговле были заинтересованы и румеи, и хазары. Более того, тогда же начинает складываться и путь из Варяг в Греки двумя ветками. Один по Днепру через Черное море, другой по Волге через Каспийское. Собственно, это не из Варяг в Греки, а уже из Варяг в Персию, можно сказать, в Иран. И хотя хазары с Ираном тоже не всегда дружили, но это не отменяло торговлю между ними по речным и морским путям, точно так же, как нынешние политические конфликты не отменяют торговлю между государствами, которые даже не совсем дружественны друг к другу. Хазары выстроили для своего времени очень изощренную государственную систему, а также создали самобытную, в том числе отличающуюся от других тюркских народов культуру, от которой к настоящему времени, к сожалению, мало что осталось. Слово «хазар» до сих пор не расшифровано. Есть версия, что это заимствование из иранского, персидского, где «хазар» означает «тысяча». Я объясню, что есть и другие версии чуть позже. Хазары были тюрками, по крайней мере, по языку. Сохранились памятники хазарской письменности, в том числе занявшие почетное место в исследовании хазар письмо царя Хазар, который по-древнееврейски назывался Хамелех, то есть правитель. В тюркской версии его иногда называют Бек. Иосифа бен Аарона, советнику кордовского халифата Абд-ар-Рахмана III Хаздаю, Абу Юсуф бен Ицхак бен Эзра ибн Шапруту. Написанное и доставленное из Хазарии, представьте только, в кордовский халифат, располагавшийся на Пиренейском полуострове, нынешняя Испания. Датируется оно где-то между 945 и 949 годами нашей эры. Хазарская культура отличалась несколькими особенностями по сравнению со многими смежными тюркскими культурами. Во-первых, хазары были более оседлым народом, чем кочевым. Они очень рано перешли к земледелию, к садоводству, причем не только в Крыму, а во всех климатических зонах, где это было возможно, и на Северном Кавказе, и вдоль рек. Они продолжили земледельческую традицию предков и практиковали везде, где только позволяли условия в поймах рек, в том числе Днепра, Дона и Волги, садоводство, в том числе и в крымских предгорьях и долинах, находившихся под их контролем. При этом они начинали как кочевники-скотоводы, и там, где земледелие было невозможно, продолжали вести этот образ жизни. Во-вторых, по сравнению с прежними тюркскими народами, хазары развили городскую культуру, строительство крепостей и городов на подвластной им территории было обычным делом. Правда, считается, что в качестве архитекторов и инженеров они привлекали румеев, византийцев, но это для начала такого процесса вполне нормальное явление. Многие народы средневековые именно так и поступали. В частности, на дне нынешнего Цимлянского водохранилища когда-то стояла их крепость Саркел. Я не уверен, что название крепости совершенно аутентично, но этим просто некогда сейчас заниматься, этимологией этого слова. В-третьих, хазары сумели не просто воспользоваться своим выгодным географическим положением, но превратили обслуживание международной, по сути, трансконтинентальной торговли в постоянный выгодный компонент своей экономики. Через территорию проходили два важнейших торговых пути. Из Варяг в Греки, причем в двух вариантах, по Днепру и по Волге, и Великий Шелковый. Именно при хазарах он был налажен так, что его сухопутная часть заканчивалась в Крыму, а сам Крым стал перевалочной базой для морского продолжения в Константинополь и дальше в страны Европы и Африки. Это, вероятно, было главной причиной партнерства Хазар и Византии. Это же давало огромные по тем временам средства за счет пошлин и платы за разного рода обслуживание торговли, которые Каганат мог расходовать на строительство, содержание армии и так далее.
Наконец, хазары, точнее правящая династия и знать, совершили еще один оригинальный шаг. В какой-то период они отказались от традиционного тенгрианства и официально приняли иудаизм. Но при этом надо обязательно понимать, что в народной среде преобладали по-прежнему тенгрианцы, встречались христиане и мусульмане, поклонники языческих культов. А иудаизм был, в общем-то, официальной государственной религией и религией правящей знати. Он не был общенародным вероисповеданием. При этом еще практически наряду с тем, что хазары приняли иудаизм, к северу от них волжские булгары, сначала их конкуренты и противники, а потом зависимые от них государства, Волжская Булгария, она приняла ислам. И к северу от хазар жили мусульмане. Так же, как на юго-восток, за Каспием. Это, в свою очередь, давало свои последствия. Хазары освоили гебраическую древнееврейскую письменность, на которой вели документы и переписку. Это также открыло Хазарию для массового переселения евреев, которые к тому времени подвергались гонениям и притеснениям во многих странах Ближнего Востока. В Хазарии сформировался целый слой иудейского священничества и бюрократия. Это имело и те последствия, что правящая династия Хазар, в отличие от многих других тюркских каганатов, существовавших до и после хазарского, стала постепенно все более отрываться от своего собственного народа и постепенно попадать под все большее влияние священнослужителей. Личность Кагана все более обожествлялась, вплоть до того, что при его выезде за пределы дворца все должны были падать ниц и не поднимать голов, пока он не проедет мимо и не удалится. При этом с какого-то момента Каган фактически был лишен власти, и государством стал править бек, или ля-мелех, иногда его именовали царь, номинально подчиненный Кагану, но реально абсолютно контролировавший своего господина. По некоторым свидетельствам, престарелый Каган мог быть задушен, и на его место назначен новый из числа правящей фамилии. С одной стороны, это чем далее, тем более придавало Хазарию форму изощренной теократии, но с другой значительно ослабляло военную силу государства, поскольку вплоть до позднего Средневековья в тюркских государствах основной военной силой было народное ополчение. Каждый мужчина был потенциальным воином. В исторической перспективе это имело свои печальные стороны и слабости. Для Хазарии это сыграло роковую роль. Каганы побаивались своего народа и заменили ополчение профессиональной наемной армией. Причем, что интересно, состоявшей из мусульман, набиравшихся из иностранцев преимущественно в Центральной Азии. По некоторым оценкам она доходила до 10 тысяч человек. То есть не такая уж и массовая, но, возможно, достаточно высокопрофессиональная. Но при этом она ставила свои условия – не воевать против мусульман. Это, вероятно, одна из причин, почему Хазария так и не смогла включить в свои границы Волжскую Булгарию после принятия последней ислама. Кроме того, у такой армии не было резерва, поскольку не было поддержки народа. А сама армия поневоле, для того, чтобы нести, что называется, пограничную сторожевую службу, была распределена по всей территории Хазарского каганата и большей частью вдоль Великого Шелкового пути, который шел между хазарскими крепостями. Вдоль Волги, потом по Северному Кавказу, по степям, до Днепра, в Крым и так далее. Это давало довольно большую разобщенность. То есть 10-тысячная армия не означала, что все эти 10 тысяч находятся в одном месте. В Крыму упоминаются конфликты между хазарами и румеями, а также какие-то восстания местных христиан. Но надо сказать, что тот епископ из Партенита, который выразил протест против господства хазар, был сыном людей, которые сами приехали в Крым из Восточно-Римской империи. Они были румеями, и, в общем-то, южный берег Крыма не находился под контролем хазар, но произошел какой-то конфликт. Сам предводитель восстания, этот епископ, потом убежал обратно в Византию. Не обратно, он родился в Крыму, но родители его были выходцы из Византии. Однако через какое-то время он вернулся в Крым, и никто его пальцем не трогал, в том числе и хазары. То есть, в общем-то, это восстание или конфликт не было настолько жестким или важным, опасным, чтобы даже его участники и организаторы боялись проживать потом в Крыму.
В общем и целом, хазары были союзниками с Византией. С Хазарией связано еще одно загадочное явление в истории Причерноморья – так называемый русский каганат. Именно во времена хазарского каганата в Крыму стали образовываться крупные иудейские общины классического направления, но их основную массу составляли этнические тюрки. Примерно в это же время от иудаизма отделился так называемый караимизм, но это где-то 8-9 век нашей эры. Тюрки, иудеи и караимы стали жить сплоченными общинами в Крыму, не смешиваясь ни с христианами, ни с поклонниками других религий. Вообще же каганат был многонациональной страной, власти кагана подчинялись не только хазары, но многие племена Кавказа, Поволжья и Причерноморья. Образовавшаяся в Среднем Поднепровье Киевская Русь, судя по всему, продолжатель русского каганата, до какого-то времени находилась в зависимости от хазарского каганата, подвергаясь неоднократным набегам. Часто их объясняют грабительскими устремлениями хазар, что для тех времен вполне обычная вещь. Но совершенно не исключено, что хазары рассматривали Киевскую Русь как своего вассала, обязанного приносить им дань, потому что наряду с другими существует и версия основания Киева, а он существовал как город еще до прихода Рюрика и до его предшественников, его там первых дружинников, которые поселились в Киеве, а потом как раз Рюрик их и уничтожил, хазарами, как своего западного форпоста. Вот надо обратить внимание, что Киев, основной исторический Киев, стоит на правом берегу Днепра, то есть на высоком берегу Днепра, а левобережье долгое время не было частью Киева. Сейчас, конечно, он разросся, есть и левобережный Киев, но укрепления были на правом берегу Днепра, что наводит на мысль на то, что это был пункт переправы через Днепр в случае необходимости с восточной степной части, для того, чтобы эта переправа не могла быть заблокирована или высадка на правый берег не могла быть заблокирована. Это был такой укрепленный, так сказать, терминал, что и объясняет его необходимость и объясняет, почему Киев, сам вообще-то говоря, Киев – это тюркское слово, означающее «зять», что, в общем-то, довольно-таки очевидно объясняет и истоки его появления. То есть, не обязательно основатель Киева был хазаром, но, возможно, как это и впоследствии был заключен брак с кем-то из хазарской знати, а может быть и с Каганом, так что зять Кагана стал частью знати хазарского каганата, и его функция была держать вот эту подконтрольную хазарам переправу через Днепр в этом месте. Плюс не только переправу, но и учитывая, что Днепр был частью Великого Шелкового пути, было достаточно легко представить, что торговый путь подходил с востока к этому месту, и важно было контролировать это место на Днепре для того, чтобы по Днепру дальше можно было осуществить плавание до Черного моря безопасно, не подвергаясь опасности нападения кого-либо со стороны. Это укрепление позволяло беспрепятственно форсировать реку в случае необходимости и контролировать западную ветку пути из Варяг в Греки. В случае неповиновения следовал военный поход, как практиковалось столетиями и до, и после в подобных ситуациях. Это в значительной степени объясняет и первоначальное предание о создании Киева, что киевляне пошли к Рюрику, или славяне, или жители Киева и окрестности, приглашая его на правление, потому что у них нет правителя. Что произошло? Возможно, первоначальная местная династия по разным причинам, как потом неоднократно случалось в истории западноевропейских государств и в истории России, она вымерла. Там не было детей или еще что-нибудь, и вот оказалось, что все это есть, город есть, путь есть, а правителя нет. И возможно, что вот Рюрик, когда занял, или его потомки заняли Киев, то первоначально был какой-то договор с хазарами, что они продолжают выполнять те функции, которые выполняла прежняя местная династия. И в таком случае хазары как раз и рассматривали, что попытки Киевской Руси уже теперь, то есть варягов,
достичь независимости как своего рода сепаратизм и неповиновение вассала, что и вызывало хазарские походы. Это же хорошо объясняет ожесточенное противостояние и хорошо стратегически продуманный осуществленный поход киевского князя Святослава, это примерно через 100 лет уже после основания Киевской Руси, в сердце Хазарии. То есть, когда Рюриковская династия укрепилась на месте, обросла мышцами, определила выгодность своего местоположения, набрала достаточно сил, он совершил поход в сердце Хазарии, столицу город Итиль, где в трехдневном сражении хазарская армия была разгромлена, Каган убит, а Хазария перестала существовать как целостное государство. Сражение между войском Святослава и Хазар описано лишь в нескольких словах, но стратегический маневр Святослава заключался в том, что он не пошел на Хазарию через лежащие между Киевом и Итилем степи, где были и наблюдательные пункты, и крепости, и, вероятно, гарнизоны. Более того, в это время уже в степях стали появляться первые печенеги. То есть он сделал огромный стратегический обход, поднявшись по Днепру, перейдя пешим ходом до верховьев Волги, спустившись на ней на судах практически до самого Итиля в ее низовьях. Учитывая, что не было телеграммов, не было телефонов, то этот подход по Волге к Итилю был достаточно неожиданный. Даже если в столице Хазарии за какое-то время узнали о движении войск киевских по Волге, успеть собрать свою армию для надлежащего отпора они просто не успевали, потому что ее нужно было собирать по всей степи. Вот такого народного ополчения, как это было в других тюркских каганатах, в Хазарии не существовало. Здесь, в общем-то, хорошо виден наработанный навык варягов, викингов, можно сказать, умевших использовать реки для своих набегов. Он застал Кагана врасплох, собрать большое войско хазары не успели, а народ, похоже, не стал вмешиваться, не очень довольный собственным Каганом. После этого Хазария исчезает из исторических источников. В связи с этим, несмотря на огромный интерес, существующий у историков к Хазарии, стало как-то общим местом считать, что хазары исчезли. Но и в связи с этим я должен остановиться и немножко поговорить о самом слове «хазары». Опять-таки, учитывая, что это тюркский народ и слова в тюркских языках подчиняются некоторым общим закономерностям, то точно так же, как в некоторых тюркских языках слова начинаются со звука «г» или «х», в некоторых других говорах аналогичные слова, этот звук «г», «г» или «х» проглатывается, его нету. И в связи с этим интересно сопоставить слово «хазар» со словом «асар» или «азар». И вдруг мы обнаруживаем, что если убрать опять-таки «ар», корень «аз» или «ас», мы обнаруживаем, что примерно в это же время, в первом тысячелетии нашей эры, в Кавказских степях начинают говорить о каком-то народе асов. Но асов почему-то никто не сопоставляет с хазарами, хотя, по сути говоря, это то самое и есть. Асар, хазар. Более того, племена и роды асов сохранились на этой территории до самого позднего времени, вплоть до крымско-татарского. Ну, например, одно из сел на территории Крыма, недалеко от Перекопа, называется Бююк-Ас. Оттуда родом известный крымско-татарский поэт и общественный деятель Шакир Селим, живший еще в 20 веке. И в Крыму есть несколько топонимов с названием Ас. Так вот, это и есть Асар или Хазар. Еще одно интересное явление, о котором почему-то, хотя много кто знает, но абсолютно никак не сопоставляет исторические факты. По сей день существует в Афганистане, Иране и Пакистане народ, именуемый хазарейцы. Но это по-русски. На персидском он звучит как хазариот. Это около 6 миллионов человек. Этот народ примечателен тем, что говорит на диалекте персидского или иранского языка, но все окружающие специалисты и сами про себя они знают, что они тюрки. Сами себя они называют хазар-могул. Обратите внимание, хазар-могул. Могул, без сомнения, тут нечего спорить, если даже кому-то не понравится, но те, кто знает средневековые названия, могул – это монгол.
В настоящее время это мусульмане-шииты, это влияние, безусловно, окружающего Ирана. Достаточно посмотреть на племенной состав хазарейцев, как становится ясно, что они никак не иранцы. Племена хазарейцев – это Барлас, Найман, Айрат, Уйшун, татар, карлук, кыпчак, уйгур, туркмен, казах, кыргыз. Считается, что к первоначальной общине хазар, бежавших на территорию, откуда по происхождению были мусульманские наемники, служившие в хазарской армии, буквально через 2 века прибавились воины из армии Чингисхана, оставшиеся там же после разгрома Хорезм-Шаха. Поэтому, безусловно, нынешние хазарейцы – это, не в буквальном смысле, как я все время говорю о древних и средневековых народах, нынешние народы, их потомки, их преемники не являются в чистом виде их воспроизведением. К этим хазарам, а откуда они там взялись, это совершенно логично и понятно. Дело в том, что мусульманская армия хазарского каганата вербовалась в Центральной Азии. Это примерно те места, где сейчас проживают хазарейцы. И какая-то ее часть, получив разгром, она и после полное поражение, и при том, что Каган был убит, город сожжен, они, по сути говоря, как наемники, оставшиеся в живых, вернулись к себе на родину. С ними могла уйти какая-то часть хазарского населения из Поволжья, потому что это был единственный путь спастись. И переселившись в обход Каспия, а для наемников этот путь за Каспий был совершенно известен, на местах проживания их были известны, они осели там. Но в течение последующего времени они, подвергаясь именно местному влиянию, они приняли ислам шиитского толка. Через там где-то 200 лет к ним присоединились, условно говоря, татары, монголо-татары, не все, какая-то часть, и, смешавшись, оставшись на месте, став уже, собственно говоря, оседлым населением, переняв в том числе одежду, многие обычаи и язык, тем не менее, они себя продолжали осознавать тюрками. И вот эти родоплеменные подразделения хазарейцев, они соответствуют либо ранним тюркским племенам, которые входили, видимо, в том числе и в состав хазар, либо более поздним, вплоть до, скажем, магулов, и это влияние монголов, или тех, кого называли монголами. Айраты – это тоже монголы, а вот, допустим, татар, карлук – это более ранние племена, кыпчак – это синоним половцев, уйгур – это более старое тюркское племя. То есть, это говорит о том, что сами хазары тоже были не каким-то уникальным, вновь образованным народом, а это был родоплеменной союз, и частично их потомки остались на той территории, которая входила в хазарский каганат, а частично они мигрировали на юго-восток Каспия, в Пакистан, Иран, там дальше чему-то. И, так сказать, обыранились, при этом осознавая себя тюрками. Если посмотреть там их обычаи, их одежду, то есть интересное пересечение, совершенно неожиданные. Допустим, украшения девушек, женщин у хазарейцев очень напоминают украшения и наряд чувашских женщин. Обсуждение, как все это случилось, отвлекло бы нас от нашего курса, но ничего удивительного, что какая-то часть хазар под прикрытием остатков мусульманской армии бежала на юг вокруг Каспия, поселилась там, откуда, собственно, и были происхождением наемники-мусульмане. Учитывая, что с тех пор прошло более 1000 лет, не стоит удивляться ни большой численности 6 миллионов, ни религии, ни языковой ассимиляции хазар. Но что интересно, в Крыму тоже есть потомки хазар, и потомками хазар являются крымчаки и караимы, или караи, о культуре которых мы поговорим позже. Еще за несколько десятилетий до разгрома хазарского каганата на его территории, в том числе в Крыму, расселился народ, вошедший в русскую историю под названием печенеги. И теперь мы поговорим о печенегах, точнее мы скажем о народе баджанак. Печенег – это, по сути говоря, русская трансформация слова, которое существует в крымсатарском языке баджанак. То есть, баджанаками являются мужчины, которые женаты на родных сестрах. Не на своих родных сестрах, а на женщинах, которые между собой являются родными сестрами. В восточно-тюркском произношении это звучит как пачанак,
Ну и, соответственно, в русском несколько упрощенном печенег. Но это, опять-таки, не столько указание на самоназвание народа, сколько на его отношения с другими народами, в том числе с тогдашним русским народом, условно так говоря. И мы это разберем ниже. Печенеги жили в Крыму и вокруг Крыма где-то на протяжении X-XI века. Первый контакт Киевской Руси с печенегами произошел в 915 году, то есть за 70 лет до разгрома хазар. Встреча, как часто бывало в те времена, обратилась в войну, но был заключен и первый мир. Как могло произойти, что на территории хазар вдруг жил какой-то другой народ и имел отношение с Русью, не совпадавшие с официальной хазарской позицией? Печенеги в этот период были классическими кочевниками, крайне нуждавшимися в территории. Судя по тому, что нет никаких упоминаний или следов войны хазар с печенегами, можно предположить, что хазары просто позволили печенегам занять степи совершенно добровольно. У них были для этого причины. К этому времени хазары стали практически оседлым земледельческим и городским народом. Степные засушливые пространства пустовали. Родственные по языку и культуре достаточно воинственные печенеги заполняли этот вакуум, особенно на границах с Русью. Кстати, это одно из возможных объяснений, почему Святослав не пошел через степь, а совершил маневр в обход при походе на Итиль. Мы уже не первый раз встречаемся с фактом, что народ, упоминаемый иностранными по отношению к нему авторами, называется не своим именем. Феномен печенегов состоит в том, что люди, называемые печенег, существовали, а народа такого не было. Это, конечно, требует объяснений. Не были печенеги и единым народом в том смысле, о котором мы уже говорили. Это был союз родственных племен или орд, во главе которых стояли свои ханы. Печенеги осознавали свое родство и часто объединялись, особенно во время войны. Но при всем при этом умудрялись воевать и между собой, а со временем стали заключать и союзы с киевскими князьями и иной знатью, участвуя в их походах, в том числе и в походах князей друг на друга или на других печенегах. Отсюда и закрепившиеся в русских источниках, причем они, как правило, более поздние, нежели описываемые в них события, и отстоят от них на века, название печенег. Киевская Русь после очень короткого периода относительной централизации быстро превратилась в союз и очень нестабильный удельных княжеств. Этому способствовали и оставшиеся с прежних времен деления восточных славян на отдельные, не всегда дружные между собой племена, и борьба князей за расширение своих владений и за Киевский престол. Дистанция между князьями и народом тоже давала себя знать. Надо понимать, что русские князья вышли все-таки из варяжской династии, германской. А местное население преимущественно было славянами, частично, в меньшей степени, тюрками или смешанными с тюрками какими-то племенами, и немножко финно-уграми, а где-то на севере это были балты. Княжеские дружины насчитывали от нескольких сот до нескольких тысяч человек. В условиях постоянной междоусобицы было очень соблазнительно привлечь дополнительную военную силу. Одним из вариантов было привлечь кого-то со стороны. Такой стороной могли быть воинственные кочевые тюрки на левобережье Днепра. Они также не были едины и часто воевали между собой. Способом закрепить союз в те времена была женитьба, как почти повсюду в те времена. Князь или будущий князь, женившийся на дочери хана или бека, становился ему Киевом, зятем. А другие все зятья хана или бека, бея, становились друг другу баджанаками или в восточно-тюркских говорах пачанагами. Поэтому во время любой неурядицы князь имел полное право просить о военной помощи союзное и юридически родственное ему тюркское племя – пачанагов. В тюркских языках «а» в этом слове звучит примерно так, как первый звук в английском слова apple, то есть пачанак. Тут уже маленький шажок до печенек. Отсюда и негодование летописцев, живших веками позже, не знавших ни тюркских языков, ни особенностей той поры. Пошел, мол, князь на князя, брата своего, да еще с собой поганых, неплохих в нынешнем смысле этого слова, а язычников, не христиан, печенегов с собой привел. Само название печенегов, судя по восточным источникам, было канлы или кангар. Обратите внимание, как созвучно известному уже слову хунгар. Канлы
в тюркских языках означает «кровный». Смысл его парадоксальным образом может означать и врага, кровника, и близкого друга, единокровный. Кан-ар – единокровный народ, по контрасту с булгарами, смешанными. Хотя, опять-таки, подробное исследование этимологии этого слова не производилось. Печенеги пришли при Черноморье тенгрианцами, однако часть из них, в том числе осевшая в Крыму, христианизировалась как под влиянием румеев, так и союзов с князьями Киевской Руси после принятия ими христианства. Вообще, на границе между Киевской Русью и степными тюрками все было не так однозначно, как преподносилось долгое время. Русские летописи, описывая какие-то войны с кочевниками, упоминают торков, берендеев, басурман, поганых, черных клобуков. В современной литературе очень часто между ними даже не делают особой разницы. Потому что, в самом деле, какая разница? Какие-то там прибежали из степи, непонятные там, говорят на неизвестно каком языке или языках, что-то из звуков стреляют, все они неприятные, и пошли они отсюда. Их часто гребут под одну гребенку и просто объявляют степными грабителями, не дававшими нормально жить. В действительности эти дошедшие до нас, хотя зачастую искаженные названия, сами по себе дают материал для размышлений. Поганый, то есть язычник, нынешнее слово поганый, плохой, грязный какой-то, это вот уже, как сказать, трансформация первого латинского еще выражения поганус, язычник. Никак не может быть басурманом, потому что басурман – это мусульманин, это трансформированное слово мусульман. Причем само слово басурман, бусурман, тюркское, из тех говоров, в которых «м» заменяется на «б» или «п», а такое существует в тюркских языках по сей день. То есть враги басурмане – это прежде всего враги тюрков, не мусульман. То есть именно тюрки, не мусульмане, называют мусульман какая-то часть басурманами, и уже потом это входит в русский язык. Торг – разновидность слова тюрк, не в том обобщающем виде, как оно используется сейчас для обозначения множества тюркоязычных народов, а в своем первоначальном смысле – тюрки, тюркуты, народ родственный гуннам, собственно говоря, те тюрки-тюркуты, которые стали одними из предков хазар. Осколки этого народа перешли на службу киевским князьям, они проживали в районе нынешней Белой Церкви, которая и была построена как их административный центр. В конечном счете, служа киевским князьям, они приняли христианство. Черные клобуки – калька с тюркского слова выражения «каракалпак» – черный колпак. Правда, в тюркских языках колпак – это не матерчатый цилиндр, а барашковая, чаще каракулевая, цилиндрообразная папаха. Ее фасоны и разновидности меняются от народа к народу, но она широко распространена в одежде как тюркских, так и нетюркских народов от Балкан до Центральной Азии. Современные каракалпаки имеют определенную связь с этим феноменом, но не являются непосредственными потомками тех племен. Хотя, опять-таки, этот элемент одежды, по-видимому, был столь характерен, а отличал ее носителей от остальных, что это было зафиксировано в качестве условного названия пограничных тюрков. Не только они, но и другие тюрки, ушедшие из своих родов на правобережье под власть и на службу киевским князьям, обозначались своими родичами как беренди, буквально отдавшиеся, передавшиеся. Они не только не совершали набегов на Киевскую Русь, но выступали своего рода пограничной стражей и силами быстрого реагирования в случае угрозы. Возможно, отсюда идут далекие корни украинского казачества, память о чем их потомки хранили столетиями. Не случайно в преамбуле Конституции Пилипа-Орлика, составленной в начале XVIII века, говорится, что нация казацкая происходит от хазар. Современные исследователи относятся к этому тезису как к легенде, но всерьез этим еще никто не занимался. Часть печенегов, осевших в Крыму, не просто перешла к земледелию, а, похоже, полностью интегрировалась в местный образ жизни. Есть упоминание, что некоторые торговые предприятия, торговые дома в Крыму были печенежскими. Отношения печенегов с византийцами или румеями колебались от набегов до полного перехода под ее власть. В определенный момент это стало необходимостью для обеих сторон. Можно ли себе представить, какой именно тюркской культуре или языку тяготели печенеги?
Но судя по тому, что дошло до наших времен, это были агузы, агузский язык, для того времени. Но надо понимать, что как раз вот эпоха конца первого тысячелетия, 8, 9, 10, 11 века нашей эры – это время разделения западно-тюркских языков на агузские, собственно, а агузы были восточными соседями Хазарского каганата и юго-восточными соседями Хазарского каганата, то есть кочевые тюрки, которые не входили в состав Хазарского каганата, а жили на территории, условно говоря, нынешнего Казахстана. Так вот, печенеги пришли именно с той стороны, и язык их был, судя по всему, агузский. Но агузский, который только-только стал, вернее, из которого только-только стал выделяться кыпчакский говор будущих половцев, о которых мы поговорим. Современные лингвисты говорят, что агузские говоры в западно-тюркских языках – это более старые, более древние говоры, дошедшие до наших времен, а кыпчакские говоры – это как бы измененные агузские говоры, трансформировавшиеся в то, что потом стало называться кыпчакскими языками. Возможно, печенеги прожили бы в Причерноморье, в том числе сохранив свои особенности дольше, но в конце XI века с востока их начали теснить половцы. Война, судя по всему, была действительно жестокой. Гораздо жестче, чем между кочевниками и какими-то оседлыми народами. Для этого были причины. С одной стороны, половцы, хотя и были тюркским родственным печенегам народом, но в ту эпоху кровное, культурное или языковое родство не спасало от конфликтов и даже от масштабной войны. Это не был сугубо степной или тюркский феномен. Такое проходит сквозь всю средневековую историю Европы и славянских земель вплоть до смутного времени. Да и последующих, например, российско-польских войн, или войн между различными германскими государствами, там Пруссией, Австрией за доминирование в Германии. То же самое творилось в Центральной Азии и Ближнем Востоке. С другой стороны, именно и близость образа жизни и ведение хозяйства порождает самую ожесточенную конкуренцию. Если мне нужны травянистые равнины для выпаса скота, мой главный конкурент – тот, кто занимается этим же самым. Тот, кто живет в оазисах или лесах, занимается земледелием на расчищенных делянках, мне не соперник до тех пор, пока он не попытался занять часть пастбищ под поля. До выхода земледелия за пределы леса и лесостепи у скотоводов мог быть мотив совершить набег, чтобы ограбить, если было что. Но не было мотива вытеснить или уничтожить конкурента. Другая скотоводческая культура в случае нехватки пастбищ оказывалась нестерпимым препятствием. Тут уже вопрос стоял, чья возьмет. У нас нет статистических данных, но судя по территории, которую половцы занимали еще до войны с печенегами, они могли превосходить их численно. Сработал и тот феномен, пока еще не объясненный, о чем я уже говорил, что нашествия с востока в евразийских степях, как правило, оказывались успешными. Разные источники задокументировали, что печенеги частично были убиты, частично скрылись на территории Венгрии или Восточной Римской империи. В связи с их уходом с исторической арены в качестве самостоятельной военно-политической силы, русские и византийские хронисты теряют к ним интерес. Однако с точки зрения истории и культуры печенеги не исчезли бесследно. Прежде чем двинуться дальше, нужно обратить внимание на некоторую второстепенную для большинства историков проблему. Современные тюркские языки делятся на две большие группы – западные и восточные. Современные восточно-тюркские языки распространены на территориях восточнее современного Казахстана – Алтай, Тува, Хакасия, Саха и так далее. Это слишком далеко от Крыма. Западные, в свою очередь, делятся на две большие группы – агузские и кыпчакские. Тюркские народы, проживающие западнее Урала и Волги, в той или иной степени пользуются этими языками или их переходными формами. В том числе к ним относятся тюркские языки Крыма, Кавказа, Балкан, Малой Азии. Однако такое разделение наметилось хотя и давно, но все же первые тысячелетия нашей эры предки нынешних западно-тюркских народов, то есть гуны, булгары, хазары и так далее, возможно, часть скифов, говорили на языках или говорах, еще не разделившихся столь определенно на эти две группы.
В определенной мере знаковым моментом является то, что печенеги были агузоязычным народом, а половцы – кыпчакоязычным. Собственно, от одного из их имен кыпчаки и происходит название этой группы языков. Для чего это нам нужно? Для того, чтобы найти следы печенегов. Через много столетий после того, как о печенегах перестали упоминать в письменных источниках, в эпоху целой серии русско-турецких войн, в том числе накануне и после утраты независимости Крымским ханством, царское правительство стало приглашать жителей балканских стран, находившихся в составе Османской империи, переселяться на вновь завоеванной Российской империей территории, в том числе и в Причерноморье. Так, например, в России появились сербы и болгары. Критерием было православие. Православных приглашали из-под власти мусульманского правителя под власть православного. Через некоторое время выяснилось, что из Болгарии приезжают не только славяне, но и христиане, говорящие на тюркском языке. Причем это были не отуреченные славяне, а самобытный народ, живший в Болгарии с незапамятных времен, но при этом убежденные и твердые православные христиане. Самоназвание их было и есть гагаузы. В настоящее время большинство их живет в Молдове, где у них есть республика Гагаузия, а также на территории Одесской области, в западной ее части, называемой исторически Буджак или Бессарабия. Какое-то количество гагаузов, но это уже просто поздние переселенцы, живет и в Крыму. Это совершенно земледельческий народ, хотя сохранивший очень сильные традиции скотоводства. Гагаузы, вероятно, один из последних народов в Восточной Европе, умеющих делать овечий сыр. Крымские татары до депортации делали это легко, а сейчас это умение утратили. В Крыму мне не приходилось нигде на базаре или дома видеть у кого-то, кто бы умел доить овец и делать из овечьего молока сыр. А гагаузы это умение сохранили до сих пор, и я уверяю вас, это небывалая вкуснятина. Они прекрасные виноградари и виноделы, и очень твердые православные христиане. Их одежда, жилища, музыка, танцы, обычаи, внешний вид являются интересным сплавом балканского и восточного в культуре. Язык выраженно агузский. Я более того скажу, что мне приходилось несколько дней прожить в гагаузском селе под Одессой, и разговаривая с агузами, я поражался тому, что, вероятно, там специалисты могут определить какие-то тонкости, но, вообще-то говоря, это сударский говор крымстатарского языка, который, безусловно, тоже агузский. Но там есть только несколько слов, которые отличают этот язык. Например, ребенок – это не бала, как у нас, а ушак. А так я слушал их и понимал точно так же, как я сижу у своих знакомых и друзей в Судаке, когда они говорят на сударском наречии. Самоназвание также прямо акцентирует их агузское происхождение. Но до появления на Балканов, предков современных турок, там был только один тюркский агузоязычный народ. Точнее, та часть, которая укрылась там от половцев, приняв подданство Восточной Римской империи – печенеги. Лет на 500 раньше них там появились булгары, но они растворились в более многочисленных славянах, смешавшись с ними, дав имя начало современному болгарскому народу. На Балканах болгары и гагаузы жили вперемешку, но существовали отдельные гагаузские села, сохранившие свой уклад, язык, культурные особенности в течение веков. С большой долей вероятности можно предположить, что гагаузы и есть почти прямое продолжение печенегов, ушедших из Причерноморья. Однако же, надо сказать и о том, что, несмотря на жестокость войны и указания некоторых источников о тотальном истреблении печенегов, это оказалось тоже исторической неправдой. Среди кавказских нагайцев, которые уже являются народом средневековым, образовавшимся позже, где-то там в 15-16 веках, но на базе в основном половцев. Так вот, в составе современных дагестанских нагайцев есть роды и племена, которые называются канлы и кангар, то есть это самоназвание печенегов. То есть, как и в прежние времена, победивший родоплеменной союз, не истреблял всех поголовно, не было тотального геноцида, а те, кто покорялись или переходили на сторону победителей, а может быть, с самого начала были на их стороне, потому что войны, как я говорил, шли тогда в том числе и внутри разных союзов между разными племенами. Так вот, канлы и кангар – это сейчас одно из племен кавказских нагайцев. То есть, собственно говоря,
Это печенежское самоназвание. В составе кавказских нагайцев есть роды, которые совпадают с печенегами. Часть печенегов нашла компромисс с половцами, и позже они, как часть половцев, вошли в состав современных нагаев. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете об упоминании русов в письменных источниках. Исследуйте вопрос о том, являются ли русы военно-политической элитой славян. Также мы рассмотрим вопрос о существовании русского каганата и его взаимоотношениях с хазарами.